Вот, прохожу. А мы такие же люди, мы так же живем. Мы просто иммунитет поддерживаем. Я болею, у меня супруга не болеет. Кадимкидей эле жашоо бирди экини үчтү төрттү төрөгөндөр аялдар бар. Бүгүнкү күндө ага эч ким чекит койбойт. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 13.100 адам ВИЧке кабылган. Ал эми расмий эмес сандар мындан дагы көп болушу мүмкүн. Себеби ар бир эле адам барып өз ыктыяры менен ВИЧке анализ тапшыра бербейт. Ал эми ВИЧ статуска ээ болгондордун көпчүлүгү жашыруун жүргөнгө аргасыз. Себеби коомдо бөлүп жаруу, дискриминациялык көрүнүштөр арбыт. Я первый прошла на учет, стала, у меня нормальный анализ был. А потом уже, когда перед концом, уже кесарить надо было. Ко мне врач плохо выглядит. Но у вас почему-то, видимо, при беременности вы получили, при зачатии. Я сказала отцу ребенка. Он в Корее, гражданин Кореи, гражданин Кыргызстана. Он сказал, да это не я, это очень плохо. Он уехал в Корею, женился, уже 9 лет, и он не приезжает, не помогает. Вот. У меня здоровые дети родились. Я, конечно, хотела в роддоме оставить, я не подходила к ребенку. Я просила, чтобы ее усыпили. А сейчас этому ребенку сколько? Дочке 9 лет. Вот в комнате на фотографии всегда где-то. Кто узнает статус? Вот, прохожу. А мы такие же люди, мы так же живем. Мы просто иммунитет поддерживаем. Очень вот это все переборол, понимаете, и у меня все пошло хорошо в жизни. Вот не поверите, столько лет я сидел, да, вот столько испытаний было во мне. Потом все у меня наладилось. Я вот женился, сейчас уже, дай бог, 2-й год живем с супругой. Все нормально, никаких проблем нет. У меня супруга, она не болеет. Вот в чем разница, видите? Я болею, у меня супруга не болеет. И мы живем, мы расписаны законно, живем. Уже 2-й год, и она до сих пор не болеет. И мы планируем ребенка. Аял киши кош боюм менен убагында вит этип калса, бул төрөгөнчү ушу дарыны ичет. Анан кийин деле ичет. То есть бул лечение өмүр бою, пожизненно деп коет. Дары ичсе, маалы менен убакыты менен келип турса, бала таза төрөлөт. Кадимкидей эле жашоо бирди, экини, үчтү, төрттү төрөгөндөр аялдар бар. Бүгүнкү күндө ага эч ким чекит койбойт. Только бизде дары ичпесе болбойт. Дары ичсе, бала здоровый төрөлөт деп айтабыз. У меня муж был наркопотребитель. Он мне написал, что проверься. Я пошла в центр СПИД, узнала, и, к сожалению, диагноз подтвердился. И он не верил. Не верил, что вируса, даже когда был поставлен ИФА, да это все неправда, да это все это ложь, он не выпил ни одной таблетки. Он так и не принял свой диагноз, не принял статус, и в конце концов он умер. И мало я надеялась, что человек поменяет свое видение вообще на мир. Обычно же девушки надеются на что-то лучшее. Но видите, человек не изменился, то есть он до конца остался наркопотребителем, к сожалению. Тем более, когда узнал о своем статусе, тем более руки опустил. Человек такое существо, ему всегда кажется, что это будет где-то, будет с кем-то, но будет не со мной. Но на самом деле у ВИЧ лица нет. Жакындары тарабынан куугунтукка кабылган ВИЧ статусу бар адамдар айла жоктун айынан бейөкмөт уюмдары тарабынан уюштурулган борборлорго барып жашоого аргасыз. И на протяжении вот уже 5 лет у нас есть организован на грант глобального фонда ПРООН именно центр ЛЖВ, то есть людей, живущих с ВИЧ. И чтобы люди уже знали, как жить с этим диагнозом, как правильно принимать препараты,
как правильно жить, социализироваться в общество и быть полноценным гражданином Кыргызской республики. У нас много таких людей, у которых разрушились браки, у которых разрушились отношения мама-папа. Вот. Кто отказывается совсем от родственников, как бы не дает им вообще никакой поддержки. И получается, они все приходят сюда. Люди, которые, допустим, на улице, да, живут, у нас есть равные консультанты, да, есть ПО, которые непосредственно выявляют людей на улице живущих. И чтобы дальше не распространять болезнь, да, они привозят их, естественно, сюда. Просто на данный момент, да, хотят закрыть общежитие и я не побоюсь, да, сказать, больше 200 человек выйдет из-под контроля. Они не хотят обращаться напрямую к врачам, допустим, да. Потому что, много раз их дискриминировали. Бүгінгі күнде жаштар очень продвинутый, я считаю. Они информацию все сразу считают. Есть, да, интернет, в соцсетях все есть очень, мне кажется, молодежь, наоборот, продвинутая. Это у нас средний возраст, 40, 45, 50 лет, ошолор жақсы билбей, анан случайно жумушка иштерде же чилнайсы айтканда бир жака кетерди тапшырган чыгып калып атат. А молодежь, наоборот, продвинутая. Они сразу сдают, они приходят, анонимно сдают. На сегодня есть еще доконтактная профилактика деп коет. Наверное, слышали, да? Чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, сейчас молодежь вступает в половой контакт, и они себя защищают, именно принимают доконтактную профилактику, именно предупреждение заражения ВИЧ-инфекции деген бүгінгі күні бар, ДКП деген бар. Бекер бұл, киши бияққа келіш керек өзі, ушундай маалымат алам, мен дары ичем, ушундай риским бар эле десе, анда келип бияқтан это все бесплатно. ВИЧ статусу бар адамдар башкалардан эч өзгөчөлөнбөйт. Алар болгону дарыгерлер көрсөткөн айрым эрежелерди так сактоого мажбур. Мындай эрежелерди сактоо менен алар кадимкидей эле үй бүлө куруп балалуу да боло алышат. Мисалы, быйылкы эле жылда ала турган болсок, Кыргызстанда ВИЧ статусу бар 30 айым дени сак баланы төрөгөн.